мусора. Папа говорит, что стеклянные и пластиковые бутылки, банки, бумагу, коробки нужно класть в первое ведро. Их лучше прессовать. Бабушка говорит, что остатки еды мы складываем в отдельное ведро. Это можно отдать для коров, барашек и курочек. Мама говорит, что надо все остальное класть в третье ведро. А потом мы все относим контейнером на улицу. Продукты, которые мы используем, а потом и выбрасываем в мусор, сами по себе не исчезают. В основном это неразлагающиеся или долго разлагающиеся отходы. В природе понадобится много времени, чтобы естественным путем утилизировать их. Например, стеклянным бутылкам около 1 миллиона лет, консервным банкам около 100 лет, резиновым изделиям около 80 лет, кожаным изделиям около 50 лет, нейлоновым около 40 лет, полиэтилену 20, шерстяным изделиям и, внимание, окуркам сигарет около 5 лет. Первое. Выбираем место для контейнеров. Для начала нужно выделить место для сортировки отходов. В любой, даже в самой крохотной квартире найдется 1 квадратный метр для маленьких контейнеров. Ну а теперь несколько отдельных советов по сортированию. Собирайте органические отходы, пищу и все, что с ней связано, и вторично перерабатываемое сырье в разные пакеты. К первому этапу относится отделение пищевых отходов от бытовых. Ко второму – сортировка бытовых отходов, подлежащих вторичной переработке. К третьему – утилизация биоотходов, листья, ветки деревьев, сено и другое. Чуть не забыл. Всегда держите в чистоте свои мусорные баки, контейнера и ведра. Ваше участие в этом очень важно ради будущего.